Красной Зорьки у нас нет юридически мусульманского кладбища. У нас есть просто кладбище, которое было сформировано еще в украинский период. По жизни сложилось, что оно физически разделилось на две части. Одна часть мусульмане, одна часть славяне. Мы, когда производили на кладбище, на мусульманском кладбище похороны, с нами вместе в этом месте проходила кремация, мы все там слушали этот запах такой, минут 10-15, пока жгли, он был, этот запах. Очень тяжело на это смотреть. Есть выбросы. Ночью мы не можем дышать. Какое-то определенное количество времени, с 3 ночи до 5, с 5 до 7. Вонь стоит страшная. Вот это как пословица, а вонь и ныне там. Вот мои слова передайте всем, что мы вот здесь задыхаемся. Очень сильно воняет ночами. Днем он может не чувствоваться, потому что транспорта тоже очень-очень много. Вот это может днем не чувствуется. А вот ночью, когда тишина, мало автомобилей, он чувствуется. Вот поэтому мы и пришли. Чтобы хоть, если бы хотя бы убрали подальше от населения. Вот запаха там точно нет. Потому что, просто не может быть, потому что это вакуумная, танцкамера, видеокамера висит, черный ящик висит, чтобы не сказали, что мы там бандитов там жжем и так далее. Там все, скажем, с точки зрения безопасности, и в том числе экологической безопасности, да, там все соблюдено. По результатам было принято решение большинством голосов о том, что прекратить деятельность, приостановить деятельность данного кремационного блока на основании того, что это все-таки нарушает морально-этические нормы, и в том числе экологические. Дальнейшие планы, несколько вариантов, один из которых это подача искового заявления в суд, в судебном порядке отстаивать все-таки свои права и интересы.